Все на благо счастливого детства. В Международный день защиты детей Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор» от руководства республики получил в подарок интерактивное оборудование. А благотворительный фонд «Харысхал» – ключи от машины УАЗ. Подробнее расскажет Нургуяна Егорова. В этот день Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор» отметил свой второй день рождения. Поздравить коллектив и детей приехал временно исполняющий обязанности главы республики Егор Борисов. Сегодня мы понимаем все, будущее нашей Родины России, Якутии, связано все-таки с тем стратегическим ресурсом, который мы называем дети. Дети – это наш будущий потенциал. Егор Борисов подарил центру интерактивное оборудование и большую корзину фруктов. «Сосновый Бор» является ассоциированной площадкой ЮНЕСКО и федеральной инновационной площадкой по социализации детей Минобразования и науки Российской Федерации. В центре за год более 3000 детей успевают отдохнуть в 15 профильных сменах. Сегодня здесь отдыхают 300 детей из 21 вуза республики. Смена работает по двум направлениям. Мы второй год уже ведем очень тесную работу с Государственной инспекцией по безопасности дорожного движения. И второе направление – виртуальный Лондон. Затем Егор Борисов ознакомился с проектом Международной арктической школы, которая будет многофункциональной. В принципе, вот этот вот проект, да, и там немножко по источникам порядка 250-300 миллионов есть. Но сам проект действительно он не типовой, да, и вот эти даже учебные кабинеты, они будут самые вот современные. Такой объем, он насколько эффективен? Ну, нам диктует инсталляция и так далее, плюс сама по себе вот тематика арктической школы. В схеме предусмотрено все. Спортивный блок с бассейном, пищеблок, музей арктической цивилизации, планетарии, научные лаборатории. Расположатся аудитории международного бакалавриата. Международный бакалавриат, он все предметы Международные дает. сертификаты Да, они получат. Они получают по окончании школы, могут поступить в любой вуз мира без экзаменов. Арктическая школа рассчитана на 250 мест, плюс 300 детей, которые круглогодично будут находиться в самом центре. В России есть только 11 таких инновационных школ, по СНГ – 18. Мы хотели бы отойти от стандартного понимания кабинетной системы школы. И здесь вы даже можете видеть, что вот эти рекреации, да, которые вот называются, они эксплуатируются мобильными классами в том числе. Также в этот день председатель правительства республики Галина Данчикова посетила благотворительный фонд «Харысхал». Фонд по инициативе правительства начал работу с 2011 года. Бизнес-структуры тут же его поддержали. Галина Иннокентьевна заверила, что в скором времени откроется реабилитационный центр. И мы в этом году, в 2014 году, начинаем строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов на Сергелявское шоссе, 11 километр. Проектная документация готова, экспертизу пошла. В этот праздничный день учредители фонда, правительства в том числе, пришли не с пустыми руками. Сегодня праздник, а на праздник без подарка не ходят. Позвольте вручить директору фонда Вере Петровне Пушкевич ключи от автомобиля УАЗ. По традиции дети загадали желание и выпустили в небо голубей. В Международный день защиты детей во многих площадках столицы были организованы концерты и вкусные угощения. Нургуяна Егорова, Джур Березкин, НВК Саха, Якутск.